Здравствуйте! Вы смотрите новости Татарстана. С главными событиями дня вас познакомит Султан Нугайбеков и коротко о том, что будет в выпуске. Поручения для правительства и критика муниципалитетов. Не надо никаких оправданий. Работайте вовремя. Вся документация должна быть. Подрядчики одобрены. О чем говорил Рустам Минниханов на заседании в Доме правительства, расскажет Рамиль Галиулян. Народные танцы, песни и, конечно, горячие блины. О том, как широкую Масленицу встретили на Черном озере в Казани. Репортажи Алены Турбинской. Им не нужны награды, они хотят приносить пользу. Все благодарят, очень много добрых слов к нам приходит. О тех, кто делает все для победы, расскажет Алия Хайрудинова. В Казани состоялась премьера о главном суде прошлого века. Вроде как и трагедия, и драма, и есть такая любовная линия. Какое впечатление фильм оказал на зрителей, расскажет Иван Сарафанов. Рустам Минниханов дал ряд поручений правительству республики для реализации проектов из послания Владимира Путина. Раис Татарстана подчеркнул, в своем обращении глава государства определил основные направления внешней и внутренней политики, вектор развития страны, оценил ход спецоперации. Также озвучил важное решение – создание специального государственного фонда помощи семьям погибших бойцов и ветеранам СВО, принятие программы льготной аренды жилья для сотрудников оборонных предприятий, продление программы бесплатной газификации, в том числе для социальных объектов. Увеличение минимального размера оплаты труда до 19 200 рублей, выделение 50 миллиардов рублей регионам на обновление общественного транспорта. Мы всецело поддерживаем цели и задачи, поставленные нашим руководителем, президентом Российской Федерации. Поручаю правительству республики, руководителям министерств, ведомств, главам муниципальных образований активно включиться в реализацию данных мероприятий. Рустам Минниханов поблагодарил глав районов и всех, кто был задействован в организации мероприятий, приуроченных к 23 февраля. Эта неделя была насыщена на события. В столице открыли аллею славы в память танкистам, выпускникам Казанского танкового училища. Вручили государственные награды, ордена мужества участникам СВО. Прошли торжественные митинги в городах и районах республики. Также Татарстан присоединился к всероссийской акции «Все для победы». Наш телеканал провел 4-часовой телемарафон. Кроме этого, в военном госпитале прошел концерт для раненых бойцов. В районах открыли мемориальные доски погибшим героям спецоперации. 23 февраля вся наша страна отметила День защитника Отечества. В городах и районах республики, как и по всей нашей стране, организованы и проведены многочисленные торжественные мероприятия по чествованию наших военнослужащих и ветеранов. Особое внимание уделено участникам специальной военной операции и их семьям. И я хотел бы поблагодарить наших глав, их команды за организацию проведения этих мероприятий, ну и те структуры, которые были задействованы в этой работе. Сегодня в Казани презентовали международный кинопроект «Нюрнберг». В широкий прокат фильм выйдет только 2 марта, но обсуждение идет по всей стране на самом высоком уровне. Фильм посвящен Нюрнбергскому процессу, в ходе которого в 1945-46 годах СССР, Англия, США и Франция осуществили суд над преступниками нацистской Германии. Трейлер картины Владимир Путин смотрел еще в январе, в 80-ю годовщину прорыва блокады Ленинграда. Он заявил, такие фильмы сохраняют ту самую историческую память. Сергей Лавров, глава МИД, подчеркнул, Нюрнберг призван внести вклад в борьбу с фальсификацией истории. Ленту создавал интернациональный коллектив, представляющий 9 стран. Многие из них сегодня приехали в Казань лично. Одним из первых Нюрнберг посмотрел Азгат Сафаров. У тебя брат есть? Так точно. Пропал в 42-м без вести. В кинотеатре «Мир» небывалый ажиотаж. С замиранием сердца зрители наблюдают за одной из самых ожидаемых картин года. Это предпремьерный показ фильма «Нюрнберг». Среди первых зрителей и руководитель администрации Раиса Республики Азгат Сафаров. Прошу занять места. Большой трибунал будет. Международный. Фильм «Нюрнберг» рассказывает о самом главном военном трибунале в истории. 4 страны – СССР, Англия, Франция и Америка – судили преступников нацистской Германии.
Те, кто знают о Нюрнбергском процессе, не всегда знают о том, что именно наша страна настояла на его проведении и о ключевой роли в его инициации, организации и проведении. И это очень важно, помнить тех героев, которые были участниками Нюрнбергского процесса, которые творили историю. Работа над фильмом началась в апреле 21-го. Съемки проходили в Праге, Москве, Калужской области и Калининграде. Помимо в точности воссозданных декораций, Нюрнберг собрал звездный актерский состав. В ленте снялись Евгений Миронов, Любовь Аксенова, Сергей Безруков. Мы обвиняем подсудимых в том, что они превратили войну в орудие массового истребления мирных граждан, насилий и разбоя. Над проектом работал интернациональный коллектив из США, Германии, Великобритании, Чехии, Дании, Франции и Бельгии. В основу сценария легла книга заслуженного юриста России и историка Александра Звягинцева «Навеки вечные. Роман-хроника времен Нюрнбергского процесса», а также документальные записи, которые не так давно были рассекречены. Сегодня, мне кажется, одна из основных проблем современного общества в том, что очень много попыток фальсифицировать историю. Нам всем надо научиться тоже жить не чужими эмоциями, не чужими оценками с ТикТока, еще с каких-то соцсетей, а научиться обращаться к первоисточнику и формировать свое собственное мнение и изучать историю своей страны. У первых зрителей сегодня фильм получил высокую оценку. Мне кажется, этот фильм очень важен для патриотического воспитания молодого поколения. Такое интересное смешение, вроде как и трагедии, и драма, и есть такая любовная линия. Поэтому фильм еще раз, в очередной раз заставляет задуматься о тех страшных событиях, вообще произошедших в истории нашего Отечества. Нюрнбергский процесс – это немаловажный факт для истории всего человечества, а также истории России и окончания Великой Отечественной войны. В наше время он очень актуален, так как все должны знать об справедливом суде над нацистскими преступниками. Историческая драма длиной почти 2,5 часа. Зрители говорят, картина держит с первой и до последней минуты. В широкий прокат фильм выйдет 2 марта. Иван Сарафанов, Данил Филатов, ТНВ, Казань. Есть в Татарстане люди, которые по зову сердца отправились в зону специальной военной операции. Не за наградами, а чтобы делать то, что умеют, и быть полезными. Мы продолжаем в эти праздничные дни рассказывать о героях нашего времени. Кто-то уже на протяжении полугода готовит пищу для нуждающихся в Лисичанске. Кто-то восстанавливал дома жителей ЛНР. Кто-то создал целый цех по изготовлению полевых печей-буржуек для наших бойцов. А нам на самом деле удается делать такое мощное дело. 5000 человек – это на самом деле очень много. Это кадры с марафона «Все для победы». Рустам Гатин и тут в общении с журналистами ТНВ не скрывает своих эмоций. Ведь цифра 5000 действительно колоссальная. Столько порций еды он готовит для жителей Лисичанска. 2500 человек сначала, и через час еще на 2500 человек. Вот уже полгода, как рабочий день предпринимателя Рустама Гатина и его команды начинается в 4 утра. Встают рано, чтобы успеть все приготовить. С провизией помогает руководство набережных Челнов. Каждый месяц из Автограда привозят 30 тонн гуманитарного груза. Крупы, тушенка, чай, соль и сахар. Всем, кто нуждается, готовую пищу развозят в термосах. Помогают пациентам местной больницы, школьникам. Мы помимо приготовления еды стараемся еще какую-то точечную помощь оказывать. Наши друзья, предприниматели, знакомые, женщины нашего города, бабушки вяжут носки, передают шарфы, передают книги, ледянки, вообще памперсы. Гатин Рустам Равильевич. В конце прошлого года благотворитель Рустам Гатин был удостоен медали Татарстана за доблестный труд. Тогда он отметил, что разделил бы ее на всех, кто рядом с ним каждый день. На этой Ниве Ильдар Гайсин проехал 5000 километров до Волновахи. С собой взял самое необходимое – инструменты. Мастер на все руки хотел помочь местным жителям восстановить их полуразрушенные дома. В первые дни замечал, что местные жители, особенно пожилые люди, очень настороженно на меня поглядывают, не верили, что приехал по своей воле и буду им помогать. А потом увидели, что с инструментами я дружу. Если знаешь толк в строительстве, там особых приспособлений не нужно. Главное – желание, а оно было огромным.
Добровольцу из Набережных Челнов помогли и в администрации Волновахи. Тут нашлись адреса одиноких бабушек и дедушек. К ним и направился Ильдар Гайсин. Одним починил крышу, другим установил окна, восстановил заборы. Золотые руки пригодились везде. Так за месяц Ильдар Гайсин отремонтировал 20 домов. Здесь дрова, они идут вот так, сюда, и вот здесь будет дымоход. То есть по большому кругу с максимальной отдачей тепла. Так обычная печь превращается в многофункциональный предмет быта в полевых условиях. Алексей Чигаров – фермер. У него свое хозяйство, делает сыр и колбасу. После частичной мобилизации решил безвозмездно помогать нашим бойцам. Собрал старые автомобильные диски и начал варить печки-буржуйки. Сделал первую печку, пообщался с ребятами, именно которые будут их использовать. Им идея очень понравилась, они тут внесли кое-какие коррективы. Диски и расходные материалы закончились через пару дней, говорит Алексей Чигаров. Тут же нашлись единомышленники среди знакомых и в соцсетях. Кто-то взялся за болгарку, кто-то за сварочный аппарат. Желание помочь и сделать все возможное для победы было и остается сильным. Поддержку Татарстана чувствуют и сами бойцы. Техника приходит, продукты питания приходят, гуманитарная помощь приходит. То есть техническая оборудование тоже помогает. Алия Хайрудинова, Гульнара Миниханова, Александр Ярошов, ТНВ, Татарстан. Когда любовь преодолеет все. В Татарстане мужчина взял отпуск и вернулся домой из зоны СВО ради свадьбы. Церемония прошла в Бугульминском ЗАГСе. Антон и Екатерина познакомились 12 лет назад. И оба поняли эту любовь с первого взгляда. На спецоперацию мужчина отправился в ноябре. По случаю торжества жениху предоставили 10-дневный отпуск. Со свадьбы пару поздравил руководство района. Молодоженам подарили денежный сертификат. 3 района республики до сих пор не приступили к согласованию схем благоустройства общественных пространств. Это Чистопольский, Верхнеуслонский и Агрызский. В базу данных внесены проекты лишь по 11 муниципалитетам. На республиканском совещании в Доме правительства Рустам Миниханов потребовал объяснения от глав отстающих районов. Программа «Дворы общественных пространств», особенно дворы сейчас, она очень востребована. Не упрощайте. Не надо никаких оправданий. Работайте вовремя. Вся документация должна быть. Подрядчики подобраны. Если у вас сомнения есть по каким-то подрядчикам, лучше поменяйте. Институт развития городов провел масштабную зимнюю ревизию общественных пространств. В 27 районах обследовали 90 объектов, оценивали, как идет уборка тротуаров, детских площадок, вывоз снега, обеспечивается сохранность зеленых насаждений и фонарей. Особое внимание уделили вопросу вандализма. Под критику попали 5 районов – Высокогорский, Верхнеуслонский, Лениногорский, Черемшанский и Пестричинский. Здесь качество содержания объектов оказалось ниже 30 баллов. Не убирают от снега пешеходные зоны, спортплощадки, есть факты порчи оборудования. И вот свежий пример из Казани. Сегодня в соцсетях выложили ролик, как на Павлюхина молодой человек разрисовывает стены пешеходного перехода. Уважаемые коллеги, уважаемые руководители, вот дворы, парки – это вот новый образ жизни. Мы хотим изменить, сделать нашу жизнь более комфортной. И на самом деле она реально, она уже есть. Но если мы не будем беречь наше имущество, если там трактор зашел, все эти скамейки посносил, ну, алай был. Мастер-классы от кузнецов, танцоров и кукольников, подарки и, конечно, блины. Сегодня в Казани отметили широкую Масленицу. Народные гуляния прошли в центре столицы на Черном озере. Последний раз зиму здесь провожали 7 лет назад. Тематические площадки с играми и конкурсами, ярмарка мастеров и выступления фольклорных ансамблей. Несмотря на снежную погоду, собрались сотни людей. Как отметил спикер Госсовета Фарид Мухамедшин, он тоже сегодня провожал зиму вместе с казанцами. Масленица – это любимый праздник всех национальностей. Алена Струминская со всеми эмоциями. Так, с танцами и песнями широкую Масленицу отмечают жители столицы и туристы. Народные гуляния на Черном озере проходили последний раз 7 лет назад, поэтому праздник здесь ждали с особым трепетом. Приехали из Ленинграда, Санкт-Петербурга, к вам специально на Масленицу погулять, получить настроение прекрасное, доброе, наесться блинов вдоволь. С утра настроение отличное. Гуляем, раздолье, приглашаем всех попробовать блины.
отдохнуть с семьей. Настроение у нас сегодня отличное. Вот детей выгуливаем, прекрасная погода. А ты можешь, пожалуйста, рассказать, тебе кто такое украшение сделал? Сама сделала. Масленицу ждала? Да. Песни, пляски, забавы и игры в масленичную неделю принято гулять, радоваться и, конечно, ждать настоящей весны. Поздравляем всех хорошей, счастливой Масленицы! Ура! На ярмарке мастеров шкатулки, корзинки, матрешки, свистульки и, конечно, традиционные куклы-обереги. Мы принесли масленички, которые обязательно атрибут нашей масленицы. Мы наговариваем: все беды, несчастья, какие есть, забери, зимой сожги, а весной принеси добро, тепло, здоровье. После масленицы придет Великий пост, поэтому сейчас самое время для угощений. Здесь они с пылу с жару. У нас блины с разными соусами, со сгущеночкой, с медом, с вареньем и со сметанкой. В этот снежный день казанцы согреваются не только зажигательными танцами и горячими блинами, но и, конечно, народными играми. Метание валенок, бег в мешках, прыжки через канат. Кто в игры наигрался, танцуют на концерте. На нем и необычные гости. В свой юбилей на широкую масленицу в родную Казань приехали Федор Шаляпин и Максим Горький. Да как во городе Казани их не отведать нам теперь? Готовы их воспеть басами. На народное гуляние прибыл и Фарид Мухамедшин. Он отметил: масленица – любимый праздник людей всех национальностей. В нашей многонациональной республике мы много праздников отмечаем вместе, всегда дружно. И Сабантуй, и Масленицу, Грын-Бетон, Уяв, и еще десяток праздников народов, живущих в нашей стране. Не отдельно, а вместе, вот так, дружно. В этот раз праздник завершился не традиционным сжиганием чучела, а народным хороводом. Так и теплее, и веселее, говорят казанцы. Алена Струминская, Адель Мендубаев, ТНВ, Казань. Уникальную для Татарстана операцию на печень начали проводить в РКБ. Речь идет о внутрипеченочном шунтировании. Эта операция позволяет пациентам, которые ожидают трансплантации печени, жить, не опасаясь внутренних кровотечений. В России подобную операцию проводят только в нескольких крупных поликлиниках. Теперь и в нашей республике. С конца прошлого года внутрипеченочное шунтирование произвели уже 15 пациентам. Все они чувствуют себя хорошо и ждут трансплантации печени. Подробнее об этой операции в репортаже Алены Струминской. На 31 января записывали на госпитализацию. Я, значит, приготовилась ехать, а 27-го у меня кровотечение началось дома. Проблемы со здоровьем у Веры Ивановой начались 10 лет назад. Врачи поставили диагноз – цирроз печени. В РКБ женщину доставили с кровотечением. Для таких больных это смертельно опасно. Ей сделали шунтирование, и теперь она ждет трансплантации печени, не опасаясь за жизнь. Довольна я? Довольна, да. Главное уж сейчас, чтобы не было этого кровотечения. При циррозе печень перестает правильно работать. Как следствие, кровотечение желудка или пищевода. Человек может умереть. Уникальность этой операции в том, что она малоинвазивная, то есть вмешательство в организм пациента минимальное. Врач делает на шее больного небольшой надрез, а после в течение 2-3 часов проводит операцию. Это дарит пациенту возможность дождаться трансплантации печени. Во время операции врачи устанавливают в организме человека небольшую железную трубку. Она выполняет функции печени и направляет кровь в нужную систему организма. Эта операция уникальная для Татарстана. Делают ее только в РКБ. Впервые внутрипеченочное шунтирование провели в конце 2022 года. Спасены уже 15 пациентов. Пациентка к нам поступила в экстренном порядке с кровотечением. Мы провели успешное вмешательство, наложили шунт. Через неделю так получилось, что появилась печень, и она, не выписываясь из нашей клиники, ей была проведена успешная трансплантация. Пациентка выжила. Это такой счастливый для нас момент. А вот представьте себе, да, неделя, всего недели бы ей не хватило до этой печени.
Внутрипеченочное шунтирование начали проводить по программе трансплантации печени. Впервые этот орган пересадили в Татарстане в 2011 году. За 8 лет провели только 4 таких операции. Теперь они поставлены на поток. В прошлом году новую жизнь подарили 55 пациентам. Реально, те регионы, которые выполняют трансплантацию органов, на сегодняшний день это, уверенно можно сказать, Новосибирск, это Татарстан и, пожалуй, все, где потоковая трансплантация существует. Мы планируем выйти на уровень где-то порядка 70-80 трансплантаций печени в год. В Татарстане более 300 пациентов ожидают трансплантации органов, 40 из них – пересадки печени. Сколько продлится ожидание, неизвестно, но благодаря новой операции точно дождутся. Алена Струминская, Вадим Ларионов, ТНВ, Казань. В Казанской мечети Ярдем завершился первый в этом году курс реабилитации и социальной адаптации для незрячих и слабовидящих людей «Видеть и слышать сердцем». Большой социальный проект реализуется благотворительным фондом «Ярдем Помощь» с 2007 года, с 2018 с грантовой поддержкой президента России на развитие гражданского общества. В этом году фонд выиграл 3-й грант и попал в 100 лучших социальных проектов страны. Подробнее об этом расскажет Лилия Ибнеева. Это шар номер 1, значит, это буква А. Изучить азбуку Брайля и научиться видеть сердцем. 62-летний Рамиль Асылбаев в Казань приехал из Башкортостана. Военный офицер отслужил на Северном Кавказе, побывал в горячих точках. В 47 лет после контузии потерял зрение. Казалось, жизнь остановилась. Когда уже ослеп, уже как бы начал интересоваться. Потом мне друзья подсказали, что в Казани есть мечеть Ярдем. Я правильно по адресу приехал. Вот. И быстро я нашел здесь с коллективом общее взаимопонимание. И вот я как бы здесь начал учиться. Вот. Наиля Мустафина слабовидящая. Наследственное заболевание позволяет девушке видеть мир лишь на 4%. Курсы для незрячих и слабовидящих прошел и ее отец. Теперь из Астрахани в Казань приехала сама. Здесь же мы, получается, обмениваемся жизненным опытом, да, мы получаем новые знания, новые навыки, да. А кто-то научился пользоваться телефоном. Я стала понимать слова, я знаю алфавит арабский. Ну, пока не наизусть, но тем не менее я уже понимаю. Читать по Брайлю на русском и арабском языках, пользоваться компьютером, готовить блюда. Всему этому обучают на курсах. Здесь каждому свой подход, рассказывает преподаватель Марсель Ибрагимов. Он сам с рождения слабовидящий. Своих учеников понимает, как никто другой. Эти люди, когда они видят человека, преподавателя с ограниченными возможностями, они относятся к нему по-другому. Они сразу понимают, вот если он смог, то и я смогу. Курс «Видеть и слышать сердцем» реабилитанты проходят в мечети Ярдем в течение месяца. Живут здесь же. Такой большой социальный проект реализуется с 2007 года. С 2018 с грантовой поддержкой президента России на развитие гражданского общества. За это время здесь обучили 15 тысяч инвалидов. В этом году мы, конечно, больше спортивные соревнования, больше спортивные, как бы, эти физкультуру несли, лечебную физкультуру, потому что для них это очень важно. Наша главная задача, чтобы они чувствовали себя полноценными гражданами страны, чтобы они могли не только сами себя обслуживать, но и помогать другим людям. География проекта впечатляет. Сюда приезжают из всех регионов страны. Люди очень благодарны. Эти люди, которые приезжают на реабилитацию, они находятся на грани депрессивного срыва. Есть и люди, которые на грани суицида. То есть для этих людей вот это прохождение реабилитационных курсов – это как воздух. Фонд «Ярдем Помощь» для людей с ограниченными возможностями стал настоящим домом. Здесь они побороли свои страхи и нашли новых друзей. Лилия Ибнеева, Данил Филатов, ТНВ, Казань. Новое справочное издание «Татары Западного Приуралья» презентовал Институт истории имени Марджани. Это книга о Мензелинском уезде, в состав которого входили территории набережных Челнов, Актаныша, Мензелинска, Сармановского, Заинского, Муслюмовского районов республики. В справочнике есть данные о более чем 400 татарских деревнях. В основе издания материалы государственной переписи населения конца 18-го, начала 19 веков, подтверждающие эту информацию.
Она основана на оригинальных архивных документах. В основном они взяты из Национального архива Республики Татарстан. И это результаты переписи, где даны фактические материалы о социальном составе, о количестве жителей в этих деревнях. И все указатели, весь справочный аппарат этого пособия подготовлен так, чтобы наши краеведы, те, кто занимается изучением истории населенных пунктов, своих деревень, своих родословных, могли использовать это пособие как отправную точку в своих краеведческих и генеалогических исследованиях. Сегодня в Казани завершился чемпионат России по регби на снегу. Соревнования длились 2 дня. В них приняло участие 12 мужских и 6 женских команд. За звание чемпиона боролись коллективы из Казани, Москвы, Самары, Перми, Калининграда и других городов. Регби на снегу – дисциплина молодая. Официальный статус вид спорта получил 3 года назад. Но, как говорят представители федерации, у регби на снегу есть все перспективы стать олимпийским видом спорта. Официальный чемпионат проходит 2-й раз. В прошлом году победителями стала «Энергия» из Казани. Мы также с ними выступали в финале, который проиграли. Вот сегодня удалось взять реванш, и мы впервые являемся чемпионами России по снежному регби. С 3-го класса тренер пришел в нашу школу, в наш класс, сказал, давайте набирать пацанов. Я с 10 лет тренируюсь. Россия вообще доминирующая страна в снежном регби. На сегодняшний день все основные титулы европейские принадлежат сборной России, как в мужском регби на снегу, так и в женском. Так заканчивается эта неделя. Интернет-версию итогов прошедших 6 дней читайте на сайте газеты «Реальное время». Еще больше информации в нашей группе ВКонтакте и Телеграм-канале. Сейчас с прогнозом погоды на завтра вас познакомит моя коллега Диана Асгар. Передаю ей слово, а я с вами прощаюсь. До встречи. Погоду в Татарстане определяет снежный атмосферный фронт. В наши края вновь идет тепло. Подробнее после небольшой информации. В студии Диана Асгар. Здравствуйте. Изготовление любой корпусной мебели от Данил Мастер в феврале со скидкой 10%. Не откладывайте на завтра свою мечту о новой кухне или шкаф-купе по вашим размерам. Узнайте подробности по телефону в Казани 2 167 166. По данным сервиса Яндекс.Погода, в Бугульме, Бавлах, Азнакаево ожидаются снегопады разной интенсивности. Местами метель, ночью -6, днем около 2 мороза. Снег и порывистый ветер ожидается в набережных Челнах, Нижнекамске, Елабуге. Местами не исключена метель, ночью около 5 мороза, днем до +1 градуса. В Агрызе, Менделеевске, Актаныше метель, ночью до -5, днем значение на термометрах около 0 градусов. В Варске, Кукмаре, Балтасе облачная и снежная погода. Сохранится. Ночью около 4 мороза, днем +1 градус. Ожидается снег разной интенсивности в Болгаре, Дрожжаном, Буинске. В ночные часы до 9 мороза, днем -3. В Альметьевске, Чистополе, Мамадыше также пройдет снег. В ночные часы ожидается до 5 градусов ниже 0, днем значение на термометрах поднимется до +2. На дорогах образование снежных заносов, местами ухудшение видимости. В воскресенье температура повысится до плюсовых значений. Банк Аверс оказывает весь спектр банковских услуг для частных лиц и корпоративных клиентов. Для бизнеса банк предлагает услуги по расчетно-кассовому обслуживанию, кредитованию, банковские гарантии и продукты с возможностью эффективно размещать свободные денежные средства. Столица Татарстана облачно, снежно и довольно тепло. Местами метель, в ночные часы около 4 мороза. Днем ожидается плюсовая температура до 3 градусов. Ветер северный, атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 91%. Магнитное поле Земли спокойное.
Несмотря на потепление, февраль к своему завершению решил компенсировать недостаток снега, наметая сугробы. Но сколько бы зима ни сердилась, считанные дни остаются до начала долгожданной весны. С вами была Диана Асгар. До скорых встреч!